Добрый день, уважаемый Дэвид Саттер. Приветствую вас на канале Reality. И у меня сегодня в гостях, в виртуальных гостях, у меня уважаемый Дэвид Саттер, известный журналист, известный советолог, русолог, если можно так сказать. Человек, который очень долго изучал СССР и современную нынешнюю Россию. И сегодня я бы хотел задать несколько вопросов вам, уважаемый Дэвид. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Аслан. Дэвид, я вот по какому поводу. Недавно, 18 октября, почти уже неделю назад, Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерию временно оккупированной и осудила геноцид, совершенный Россией чеченского народа. У меня вопрос. Почему так долго нас не признавала Украина, даже воюющая Украина с 2014 года, та самая Украина, у которой в 2015 году аннексировали Крым. И сейчас некоторые российские комментаторы заявляют, что это было связано с тем, что сейчас Украина, вернее Россия признала Херсонскую, Запорожскую, ЛНР, ДНР частью России, и это как бы сделано в отместку. Почему это не было сделано тогда, в 2015 году, когда Крым признали, и почему вообще это сделано сейчас, на ваш взгляд? Но мы не знаем, какие расчеты были на украинскую сторону. Все-таки мы можем сказать, что этот шаг отвечает требованию справедливости. Все-таки был мирный договор между Чечней и Россией, который признал Чечню как отдельное государство. Поэтому здесь, если просто исходим от фактов, здесь нельзя спорить с этим решением. Ни на почве закона и, естественно, тоже на нравственной почве. Но государства не имеют их причины, и, безусловно, я думаю, что аннексация часть украинской территории тоже вызывал размышления по поводу других видов агрессии и аннексации, и в первую очередь ситуации с Ичкерией. Но если мы будем дистанцировать себя немножко от разных дипломатических маневров, надо признать, что это положительный шаг. И все-таки это тоже создает фундамент не только для независимости Ичкерии в будущем. И я говорю сейчас не только о де-жюре, но де-факто, но о независимости других республик, которые, безусловно, будут стараться отделиться от России, которые их используют как источники просто живого сила и пушечное мясо. Сейчас, я думаю, в национальной политике так называемой Российской Федерации, но в самом деле это никакая федерация, но в России будут большие изменения как результат этой войны. Мне кажется, что это только первый шаг. И мы будем видеть признание Украины разные попытки и шаги, чтобы отделиться от России в будущем.
Да, конечно же, Дэвид, это бесспорно для нас, по крайней мере, не знаю, как для Украины и там всего мира, но для нас, для чеченцев, чеченское общество сейчас бурлит просто этой новостью о признании. Некоторые, например, я могу за себя сказать, меня считали немножко, ну, немножко недружащего с головой, который уже говорит про Ичкерию, про которую все забыли, никому нет до нее дела. И тут 40-миллионная страна, воюющая, которую сейчас слушает весь мир, она является, можно сказать, лидером именно в борьбе с фашистской Россией. И тут она нас берет и признает. Это, конечно же, дорогого стоит, чтобы не двигало Украиной или кого-либо другого. Но для нас это колоссальная поддержка. Наверное, мы единственный народ, Дэвид, которого так долго, упорно никто не хочет признавать независимым там, и так далее. Это очень круто. Но если мы помним ситуацию в 90-м году, в 91-м году, в самом деле это был Горбачев, который сказал, что так называемые автономные республики, тогда, как мы помним, Да. была Чеченская и Ингушская автономная республика, они имеют тот же самый статус, Союзные. как другие республики, и тоже имеют право самоопределения. И сейчас это смешно даже помнить, но Ельцин сказал тогда, когда это был вопрос развалить Советский Союз, возьмите сколько суверенитета, который вы можете глотать. Да. Поэтому я думаю все-таки, что это шаг со стороны Украины. Это надо рассматривать тоже как начало процесса. Сейчас воюют на территории Украины очень много людей из национальных республик. Многие из них не хотят быть там. Но из-за бедности, из-за просто отсутствия информированности, они и тоже насильно они попадают туда и умирают в огромных количествах. Я не думаю, что это может пройти бесследно. Да, я тоже думаю, конечно же, это не пройдет бесследно. И это не их война. Это не их Конечно, война. абсолютно, абсолютно. Потому что даже если мы возьмем пропаганду, официальную пропаганду, которая говорит о восстановлении славянской сообщества, зачем это важно тех, которые являются не славянами и фактически не заинтересованы в войне. Да. Совершенно верно. Как раз хотел подойти к этому вопросу по так называемой частичной мобилизации, которая вовсе не частичная, а полная, тотальная. И недавно Степашин заявил, что Путина не нужно менять, и в 2024 году он должен снова остаться президентом, так как воюют США и с НАТО, и идет мобилизация. И я пришел к заключению, что до 2024 года точно они собираются продлевать эту так называемую частичную мобилизацию. И вот в связи с этим, Дэвид, я обращался, Хусейн Исханов обращался к чеченскому народу, к молодежи чеченской, мы постоянно об этом говорим, как уйти от мобилизации, как сделать так, чтобы вас не призвали, и что делать в случае, если все-таки вас призвали. Дэвид, вот просто как друг чеченцев, молодежи чеченской, вот какие бы слова бы нашли им, чтобы они услышали, чтобы понимали, что вчерашний их убийца
фашистская Россия сегодня их отправляет на войну против свободных людей, которые никогда ничего не сделали чеченцам плохого, но только лишь хотели жить так же, как чеченцы, без оккупации России. Но еще раз надо напомнить не только чеченцев, но всех, которые имеют несчастье сейчас жить на территории России или так называемой Российской Федерации, что мы видим очень знакомый шаблон, что маленькая кучка людей, которые думают только о собственном интересе, готов жертвовать сколько угодно невинных людей в их интересах. Это было именно в этом мы видели во время Второй Чеченской войны, после взрывов в 99 года. Они убили собственных людей и потом начали войну против страну, которую они уже признали как независимость, с кем они уже заключили мирный договор. И сейчас история повторяется. Хотя это смешно помнить, был договор о дружбе с Украиной, между прочим, между Россией. Было множество договоров между Россией и Украиной, включая коммерческие. И все они были обоснованы на признании международной границы. И поэтому и сейчас те, которые сидят в Кремле, они готовы жертвовать всех русские чеченцы, дагестанцы, буряты, не важно. Но важно, чтобы они сохранили власть. Но я думаю, что мы видим повторение на масштаб всю территорию, все, что случилось в Чечне после 1999 года. И чтобы молодые чеченцы не попали опять в такой ситуации, они должны сопротивляться, естественно. Спасибо, Дэвид, абсолютно с вами согласен. Та же методика, и, конечно, нужно сопротивляться любыми способами. Лучше сесть в тюрьму или быть убитым на своей земле, чем убивать чужих людей, свободных людей, и там быть убитым. Абсолютно. Но человек, который сопротивляется, сидит в тюрьме, он тоже служит свободу и в конце концов мир, потому что он отказывает убивать других и готов за это страдать сам. Да. Поэтому он тоже, эти уклонисты, и я даже думаю, те, которые убегают, просто покидают страну, их надо дать должен, что, я понимаю, что здесь корыстные мотивы, но они все-таки не готовы убивать. Согласен. И за это мы должны их признать. Мы должны признать и быть признательны, что все-таки какие-то люди готовы мыслить. Да, Дэвид, давайте следующий тогда вопрос. Я хотел узнать у вас, возвращаясь к Украине, у меня есть свое мнение по поводу мотива начала этой войны. И этот мотив, еще об этом говорил Джохар Дудаев, и давно тянется. И банда ФСБ является неодворянами, представляющие себя, является бенефициаром этой войны.
Что, на ваш взгляд, Дэвид, движет этой войной? Верно ли мое мнение по поводу того, что именно ФСБ это нужна эта война? Что, и вообще, как вы смотрите на Но мотив этой войны? украинская война, которая начала в феврале. Мгм. Ну, естественно, это будет вопрос историков, но я склонен думать, что они хотели повторить успех аннексации Крыма, Мгм. где популярность режима очень сильно вырос. Мгм. И они видят, они не имели и не имеют, естественно, сейчас ответы на фундаментальных вопросов перед Россией, перед развитием страны. Но они это понимали, хотели продолжать воровать, считали, что это отличный способ укрепить власть. Между прочим, Первая Чеченская война тоже была попытка укрепить, поднимать рейтинг тогдашний президент, который был Ельцин. Поэтому здесь ничего нового нет. Они просчитались, они считали, как всегда, что это будет легко. Они думали то же самое, когда речь шла в 1994 году о Чечне. Мгм. И, между прочим, это историческая тенденция для России. Когда они воевали с Японией, они не принимали всерьез способность японцев сопротивлять. И они сейчас не принимали всерьез возможности украинцев. Они всегда недооценивают их оппонента, и за это они очень легко начинают войны. Но я думаю, что это мотивы были очень банальные, к сожалению. Мгм. Что желание все-таки укрепить власть путинского режима, сохранить их контроль над собственностью, и возможности дальше воровать. Только так случилось, что молниеносная победа, на которую они рассчитывали, не получилась. Они попали в очень серьезной войны, исход которого могут быть для них катастрофический. Но, к сожалению, может быть катастрофический для всего мира тоже. Поэтому такие ситуации, когда люди совершенно без нравственности, совершенно нравственно деградированы, имеют такую власть, как в России, потом это представляет опасность для всего мира. Да. И тогда вопрос, Дэвид, а будет ядерный удар? Или какой-нибудь другой удар, который может так массово убить людей? Если логично, Мгм. если мыслить с западной просто менталитете, ядерный удар не имеет смысла. Это ничего не решает. И то же самое другие использования оружия массового поражения. Но, к сожалению, мы не имеем дела с западными людьми. Да. Мы имеем дело с людьми, которые готовы на все ради самосохранения. Поэтому сейчас задача внешнего мира, включая Украину, конечно, и те, которые поддерживают Ичкерию за пределами Ичкерии в данном моменте, это убедить кремлевские руководители, что им невыгодно
использовать эти оружия. Это, к сожалению, мы никак не можем рассчитывать на их приличие, на их желание даже щадить собственных людей, но только их желание сохранить себя. Если мы можем их убедить, что это будет для них смертельно, они не будут использовать. Но если они видят в этом какой-то выгоду, они вполне могут. Это такая ситуация, в которой мы попали из-за того, что такой тип людей сумели захватить власть в России, и они это сделали ради фактически войн, которые вели против Чечни, первая и вторая. Дэвид, ну, мы слышим голоса, да, и я полностью согласен, конечно, с тем, что вы сейчас сказали, то, что это люди абсолютно аморальные, беспринципные и абсолютно не имеющие ничего человеческого, в человеческом, гуманном понимании этого слова. И они способны на все. С этим я согласен. Но вот на Западе и, не знаю, даже которых нельзя заподозрить в симпатиях к Путину, к России, КГБ, эти люди говорят, что, ну, может быть, нужно сохранить лицо Путину, может быть, как-то сделать шаг чуть-чуть навстречу, но слишком уж мы его загоняем в угол. Как вы смотрите на эти высказывания? Причем это люди абсолютно никак не замеченные вообще пророссийской стороне. Нет, очевидно, они размышляют как западные люди, они видят Путин человек, похожий на них. На человека. Да, и на человека, это они не понимают менталитет. И если они поняли, они бы так не говорили. Я могу сказать что-то другое, немножко другое, что человек, который готов жертвовать сотни, тысячи, даже миллионы невинных людей ради собственной власти, будет иметь очень гипертрофированную чувствительность к сохранению собственной жизни. И это не замена нравственности, но это может спасти ситуацию. Если Путин понимает, что у него нет выбора, иначе ему конец, и все вокруг него будут тоже уничтожены, он может делать очень драматические уступки. Как и, между прочим, сделал Ельцин, чтобы закончить Первой Чеченской войны. Да. Вы помните, он без всяких условий освободил территорию. Поэтому я думаю, что эти люди, о которых вы говорите, они просто размышляют в неправильном ракурсе. Здесь они предполагают, что это человек, который имеет какую-то искренность, который в чем-то верит, который имеет какие-то принципы. Они не понимают, что делал коммунизм с людьми и что делает ФСБ с людьми, менталитет спецслужб. Если они бы понимали это, естественно, они бы размышляли по-другому. Я надеюсь, мы сможем им объяснить, Дэвид, что с кем они имеют дело. Мы пытаемся, и у вас это хорошо получается, и я немножко что-то пытаюсь.
Дэвид, смотрите, Россию уже признала Литва, Латвия спонсорами терроризма. Недавно это сделала, несколько дней назад это сделала уже Эстония. Сенат США то же самое, бьется пока с президентом и с госсекретарем, пытаясь добиться этого. И ну, видно уже невооруженным взглядом, что Россия идет именно по этому направлению, и в мире именно так и будет происходить. Россию, скорее всего, признают спонсором терроризма, хотя я считаю, она вообще сама страна-террорист. И банда ФСБ тоже террористы. Но, несмотря на это, понимая, что с ними то же самое, что с ними произойдет, не очень непоправимое даже, можно сказать, событие после признания уже Соединенными Штатами и другими крупными странами России спонсором терроризма. Все больше я замечаю, наблюдая за ситуацией, замечаю, что Россия пытается дискредитировать Украину. Например, в конце июля этого года банда Вагнер, так называемые вагнерцы, убили украинских военнопленных. Более 50 убито, более 70 ранено, там очень жестоким образом убито. Потом некие пропагандисты на украинском телевидении, российские пропагандисты, предлагают украинским журналистам захватывать родственников кадыровцев, проживающих, ну, чеченцы они говорят, ну, может быть, и чеченцев, и так далее. И мне это все начало напоминать именно чеченскую войну, русско-чеченскую войну, когда вынуждали нас, наших людей брали в плен, брали просто мирных граждан на блокпостах, задерживали, и потом вынуждали нас брать каких-нибудь солдат в плен, чтобы обменивать на своих. И так далее. А потом нас выставляли террористами. Потом к этой ситуации подключались люди, любители легких быстрых денег из чеченского криминалитета. И в итоге мы уже выглядели на весь мир террористами, захватчиками заложников и так далее. И потом взрыв машины Дугиной, которая не является комбатантом, и пытаются связать, Пономарев пытается связать это с Зеленским. Ну, идет такая дискредитация. Как вы видите, возможно ли России, удастся ли добиться того, что когда ее будут уже на весь мир считать спонсором терроризма, она будет представлять убедительно, самое главное, какие-то доказательства, и даже и России нужны, чтобы доказывать, Украину дискредитировать, признать ее такой же террористической страной, как когда-то им удалось представить, и это им это удалось, надо признать, именно Чеченскую республику Ичкерия, когда, ну, мы помогали им, конечно, в этом тоже, но вот возможно ли такое, Дэвид? Но они уже стараются это делать. Но эти их пропагандистские контрнаступления, но она довольно слабая и неубедительна. И я думаю, что вряд ли это может иметь успех. В самом деле это уже происходит 8 лет. Они стараются создать образ, что террористов и нацистов для Украины, для украинцев, поэтому в фундаментальном смысле здесь ничего нового. Они будут стараться использовать отдельные инциденты или сами создать эти инциденты, чтобы как-то поддерживать эту аргументацию, но весь мир видит, кто напал на кого, и это успех не будет. Ну, будем надеяться.
Будем надеяться. Да, потому что так много случаев терроризма. Но Буча это как самашки. Да, А, Здесь они фактически уничтожали просто мирных жителей ни за что. Мы не имеем аналогичных а, ситуаций со стороны украинцев. да. В самом деле Украина понимает важность вести себя прилично в отношении русских. Многие из которых просто воюют и совершенно без энтузиазма и без желания. Но поэтому я думаю, эти попытки наверняка они будут иметь влияние внутри России пока. Мгм. Сейчас нам надо, естественно, обратить внимание, как сделать контрнаступление в пропаганде, направленной на русского населения. Могу сказать, Дэвид, украинцы побеждают не только на фронте, но и вот в информационном плане. Я просто восхищен и позицией западных стран, и позицией Ютуба, который мне тоже уже много нервов попортил. Но абсолютно, да сейчас русскую новость, русскую пропаганду в Ютубе найти практически невозможно, вернее очень сложно найти, потому что разные Соловьевы и Скобеевы везде запрещаются, и это очень круто. И возвращаясь вот к России, как вы считаете, сейчас на Херсонщине, Донецк, Луганск, так называемые ЛНР, ДНР, там было введено военное положение, ну, в этих республиках, так называемых, и так далее. И теперь Путин говорит, что военное положение будет закреплено, так как это уже территория России, будет закреплено уже в соответствии с российским законом, и прилегающие к Украине, то есть украинские земли, которые только сейчас оккупированы, там будет введено военное положение. Военное положение, как мы знаем, в России нету отмены смертной казни, а есть мораторий на смертную казнь. И в случае введения положения, военного положения, то этот мораторий отменяется. И вот у меня с этим вопрос. Репрессии в России есть, активистов давно уже репрессируют, мы это знаем. И вот сейчас ввод военного положения, и если произойдет такое, отмена моратория на смертную казнь, не приведет ли это к тому, что привело когда-то во времена Сталина, Берии, когда подозрительные люди, там, так называемые псевдопатриоты, которых они такими называли, там, шпиономания была и так далее, не приведет ли это массовым расстрелам в России? Вот эта ситуация. Проблемы на фронте, информационная победа Запада против фашистской России, и Россия и банда ФСБ может начать просто расстреливать своих подельников, вчерашних своих подельников. Возможно ли такое? Да, возможно, все возможно. Но я думаю, если будет военное поражение, ради сохранения власти будет массовая репрессия в России Мгм. против собственных граждан. Ну, как в Ираке после поражения в первой а, 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 войне Персидского залива, Мгм. когда освободили Кувейта, но не напали на Ирак, но Ирак Саддам Хусейн, он сохранил власть с помощью просто массовой репрессии. И, наверное, будет то же самое в России, к сожалению. А какой будет вариант мира? Как вы думаете, Дэвид, закончится эта война?
Ну, это прогнозы, конечно, всегда рискованные. А, Квалифицированные люди считают, что рано или поздно Украина победит, и потом могут быть всякие потрясения внутри России. Потому что даже массовая репрессия – это не навсегда. Да. Это тоже вызывает реакцию. Мгм. А что И ждет? надо помнить, что сейчас много говорят о мобилизации 1 миллион человек. Мгм. Эти люди возвращаются очень озлобленные и с оружием. Поэтому все сейчас, когда они решили напасть на Украину, они меняли ход истории. И сейчас это только начало процесса. Надо надеяться, что все-таки от этого выйдет свободные демократические страны и общества на постсоветском пространстве. Но гарантии этого результата никакой. Да. Ну, будем наблюдать, будем смотреть. Но будем делать, что в нашем силе, чтобы влиять на положительный результат. Абсолютно. Будем до конца. Нам деваться некуда, будем идти до конца. Дай Бог. Дэвид, спасибо вам большое за то, что ответили на мои вопросы. Давно хотел с вами пообщаться, поговорить, а после признания оккупации Украины и Чеченской Республики просто был обязан вас об этом спросить. К сожалению, я вас не часто вижу на украинских каналах, хотя там столько абсолютно некомпетентных и абсолютно бесполезных людей выступает у них. А вот у вас и других некоторых людей почему-то украинская обходит пресса стороной. Ну, время от времени я там бываю, там есть Укрлайф. Да, я видел. Да, но, конечно, было бы лучше, если больше, конечно. Да, проблема в том, что, Дэвид, вы видите суть, вот как я вижу, что вы видите суть проблемы, вы очень хорошо разбираетесь. Вы один из лучших исследователей Советского Союза и России, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, это именно так. И приглашаются какие-то агенты российских спецслужб на украинском телевидении, приглашаются какие-то некомпетентные товарищи. Вот о чем я говорю. Так-то да, вас приглашают. Да, я вас это вижу. прекрасно понимаю. И я тоже, но мы должны стараться, чтобы менять эту ситуацию, конечно. Да. Еще раз спасибо вам большое, Дэвид. Аслан, спасибо вам и любое время. И надеюсь, что мы видимся либо в Гамбурге, либо в Париже. С удовольствием. Поэтому мы будем сохранить связь. Обязательно, Дэвид, обязательно. И, пожалуйста, пошлите мне линк. Обязательно. Окей, Аслан, всего доброго. Спасибо, до свидания, Дэвид. До свидания, Аслан.